көрермендер, факт-чек азаматтық зерттеуіміздің арқасында инвестициялық консалтинг агенттігі IC және әлеуметтік корпоративтік отбасы мен жастарды қолдау қоры туралы біраз ақпараттарымызды бүгін ұсынбақшымын. Күннен күнге қаражаттарын қайтара алмаған азаматтарымыздың саны артып, өтініштерін білдіруде. Қазіргі уақытта алаяқтық жолмен жұмыс істеу де, табыс табу да жеңіл болып кеткен. Азаматтық журналистік зерттеуіміздегі тәжірибемізде қаржы компанияларға салған салымшыларымыздың өтініштерін қарай отырып, қазіргі уақыттағы интернеттегі қаржы пирамидаларының қызметтері бұрынғыдан да күрделі проблемаға айналып отырғанын көрсетіп отыр. Инвестициялық консалтинг агенттігі IC және әлеуметтік корпоративтік отбасы мен жастарды қолдау қорының қаржы кеңесшілері Нұр-Сұлтан қаласының қала әкімдігінің хатын салымшылардың WhatsApp желісіне жібергені туралы ақпараттарды алдық. Ол хат біздің бағдарламамыздың WhatsApp желісіне де келіп түсті. Әкімдіктің хатын оқып танысқан салымшы сол компанияның лицензиясы бар жоқтығына қарамай қаражаттарын салған. Соншалықты сенгені бұл компанияны әкімдік тарапынан қолдау көрсетіп отыр деген ойлар салымшыны қызықтырған. Қатты сенгенінен сол компанияның жұмыскерлерінің жеке каспи шоттарына ақшаларын аударып отырған. Қаражаттарын салған азаматтарымыз кеңсе басшыларына хабарласса да ешқандай жауап алмай отырғаны туралы айта кетті. Тек бұл компанияда Гүлбану Сәпей шешетіні, әкімдіктен келген хатта не жазылғаны туралы салымшыларымыз айта кетеді. Осыған байланысты бейне материалымызды көре кетейік. Я Валиева Бахыт Кабдуловна, жительница города Нур-Султан, являюсь вкладчиком компании IC. Доверилась я этой компании через юриста, который довел каким-то образом до меня, что это нормальная компания, не пирамида. Вот, ну, всю жизнь бывает, тут я так доверилась и, считайте, вот так попала. Я вложила 7 миллионов, оплатила ихние 6%, 420 тысяч, полностью исполнила срок договора, 30 рабочих дней, по истечении которых они должны были исполнить свои обязательства. Но уже месяц, пошел второй месяц, никаких сдвигов нет, одни обещания. Генеральный, значит, Гульбану Сапи вообще не выходит на связь, игнорирует, никто вообще не появляется ни в офисе, ни на звонки. В общем, там творится что-то ужасное, конечно. Очень много пострадало людей, которым мы оббиваем каждый день пороги офиса на Туран 19/1, но все безрезультатно. Лично я скажу по своему сейчас положению. Я осталась без квартиры. У меня остался 1 миллион залога у продавца. Мне 62 года. Я не молодая, чтобы заново где-то, да? Я в буквальном смысле остаюсь без квартиры на улице благодаря этой компании. Понимаете, это вообще нечеловечно. Я даже не могу как выразиться в дальнейшем, да? Как просто этот человек мог поступить со своими согражданами, казахстанцами, со своими братьями, сестрами старшими. Как можно было довести до такого состояния нас всех, вот, вкладчиков. Это наши собственные деньги. Мы просим просто сейчас вернуть наши деньги. А сколько месяцев уже вы арендуете или же снимаете? Вы же говорите, что вы уже продали, да? Да, кстати, вот у меня договор, да, вот я говорю, второй месяц, это у меня с 9 июня. Официальный договор, который я 30 рабочих дней выдержала по 22 июля. Вот с 18, считайте, я снимаю уже 3 месяца. За сколько снимаете? Где снимаете? 90 тысяч. Вы одна снимаете или с семьей? Ну, у меня сын, но он сейчас временно со мной. Да, он работает. Я пенсионер. Я 90 вот с коммунальными все отдаю. Мне остается 20 тысяч тенге, которые я сейчас трачу на данный момент только на лекарства. Потому что у меня было прединсультное состояние, вызывали скорую,
соседей. Я сейчас буду проходить полностью обследование, меня поставить на учет, потому что действительно очень, оказывается, серьезное мое состояние, что, конечно, сердце — это инсульт. Это все на основании вот таких вот. Я считаю, вы знаете, сотрудники, они там ничего не решают. Я хожу туда как на работу. Понимаете, я каждый день с 10 они начинают рабочий день, и я вот до 3, до 4 часов нахожусь там, общаюсь с людьми такими же, как я. Сидят, СБ сидит, вот Орлан юрист сидит, там 2 женщины, вот Роза, как ее, пожилая женщина, такая очень приятная, она оказывается там сначала открытие этого фонда. Понимаете? Да. Вот я лично с ней разговаривала, у нее только список, которых она вовлекла в эту компанию, да, например, вот 17 человек стоят на очереди получения с января месяца. Я об этом даже не знала, такую информацию. Конечно, я каждый день получала вот этот стресс от этой информации, что я куда попала, что мне теперь делать. Ни юрист, ни СБ, ни бухгалтер, они никто ничего не решают. Они сказали, все решает Гульбану. Все решает генеральный, все вопросы, касающие финансами, заправляет, руководит только она. Даст она добро, мы вам заплатим. Не даст она добро, вы будете таки ходить еще. Вот и все. Меня зовут Жакова. Я тоже пришла в компанию ОСИ, где хотела поучаствовать в программе, в которой мне предложили программу, где я могу 50 на 50 просто купить квартиру. Да, я нуждалась в жилье для своей дочери. У меня 2 дочери, у меня были небольшие сбережения там, от продажи старой квартиры. Ну, как так, моей дочери всего 20 лет, по государственной программе жилстройсбербанка она не могла подходить, потому что она студентом является. Я сама тоже не подхожу к этой программе, потому что у меня были свои кредиты, и мне отказали, так как у меня еще есть 14-летний ребенок. Дальше, я познакомилась с юристом, наш очень хороший знакомый, который вел дела моих знакомых. Мы познакомили его, чтобы он сначала ознакомился с этой программой. Он нам сказал, что программа она лояльная, мы должны были 50% внести в течение 30 рабочих дней. Мы должны найти квартиру, и 50% должен был дать нам фонд под низкий процент, но более такой, для того времени это было на огромные шикарные какие-то апартаменты, не нужно просто небольшая, маленькая, 43 квадрата в пределах. Цены сейчас на рынке очень ужасные, поэтому я претендовала просто на небольшую квартиру 36-40 квадратов в пределах 15 миллионов. Хотя бы я на больше не претендовала. Я готова была платить, я ни у кого ничего лишнего не имею, я своим трудом все это оплачиваю, мелкие кредиты, живем. Но мы вложились 8 миллионов. Вообще ужасно. Мы оплатили первоначально им, за их услуги 480 тысяч нужно было оплатить их услуги. В шоковом состоянии, я сейчас, честное слово, но по истечению 30 рабочих дней, это было уже, мы вложились в январе, в марте месяце, нам началось здесь пандемия. Нам сказали, надо на УРЫС немножко. Это вообще по договору 15 числа должно быть. Тут начались немножко 16 числа объявили пандемию, карантин. Нам сказали, сейчас вот немножко потом после Наурыза. И началось вот эти все тяжбы. Нам обещание юристу, что да, сейчас это все, не переживайте, все будет. И в конечном итоге это длится уже у меня уже 3-4 месяца уже. На связь
прекратил выходить юрист. Гульбану я так и никак не могла с ней ни дозвониться, ни встретиться. В офисе столько народу. Я просто в шоке. Хочу вернуть, вообще разобраться во всем этом. Кого нету. Юрист вообще весь отключенный, все не в зоне доступа, ни телефон Гульбану. Вы через кого пришли в эту компанию? Через юриста Орлана мы туда пришли. А вы давно знаете этого юриста? Мы его знаем 2 года. А. Он вел юридические дела у знакомых в компании. Мы его, прежде чем зайти, сказали: Орлан, ты как юрист имеешь какие-то полномочия, грамотность, узнай все. Как бы он так доверился, он месяц, это было в течение месяца, мы не сразу, весь январь месяц, мы только зашли в конце января, когда он все это изучил. Он пришел и сказал: Татьяна, я устраиваюсь на работу. Компания, как бы, ему понравилась сама программа, но что потом окажется конечный итог, это было ужас. И Бану Ханум, он еще так Ханум ее называл, вот на очередь, я никогда я не могу, я его сколько месяцев уже, грубо говоря, душила, и уже в последнее время натурально образом душила. Говорю, что происходит? Айгерім, скажите, пожалуйста, как вы узнали о компании Асии? Через социальные сети. Дать, кому не дать, это нонсенс, страшно. А что повлияло на выбор решения по вложению денежных средств в корпоративный фонд? Какие факторы? Так, во-первых, были люди, которые там же работали и оформились. Это вот консультант, который работал в тот момент в Карагандинском филиале. У него была реально сделка, он купил 4-комнатную квартиру, и он мне показывал свои документы. И во-вторых, в Астане, когда я в главный офис приехала, они мне показали этот документ, то есть скинули на WhatsApp, где это был Акиматовский банк, управление по делам общественного развития города Астаны, Акимат города Астаны. Это государственное учреждение. От 18 марта 2019 года, здесь исходник стоит, под номером 24-10-213. Там написано было, что Управление по делам общественного развития города Астаны сообщает о том, что общественное объединение Ассоциация деловых женщин Казахстана, далее объединение, является участником государственных закупок в рамках государственного социального заказа 2013 года. Ну, здесь основные направления и так далее. И здесь было прям четко было прописано, что, имея за плечами опыт работы в социальном секторе, объединения проделали конкретные шаги для решения социально значимых для населения вопросов, создав 20 ноября 2018 года корпоративный фонд поддержки семьи и молодежи, целью которого является реализация социальной программы оказания финансового содействия для граждан на приобретение недвижимого имущества. Также здесь они опирались на послание президента РК и так далее, что она является концепцией. И здесь было написано, что деятельность фонда осуществляется при содействии государственных органов, правительства РК и экспертов в сфере общественной и социальной политики. Ну, когда мы ознакомились с этим документом, что думали, что это реальная социальная политика, социальная программа, которая осуществляет по содействию приобретению недвижимого имущества, и поэтому я уже так. Акимат помогает же там, социально уязвимым населению, там, его обеспечен. У них были вот такие варианты. Если 50% вложить, то ждать надо 30 рабочих дней. Если 40%, то это 120 рабочих дней. А если 30%, то 180 рабочих дней. Ну, я, естественно, не захотела ждать там 120-180 дней. Я положила 50%. Бұл хат әкімдіктің хаты екендігіне бәріміздің көзіміз жетті.
Осы хат қалай IC компаниясының қаржы кеңесшісінің қолына түскені бәрімізге қызығырақ болып тұр. Бұл жерде хаттың тіркелген нөмірі, орындаушының телефон нөмірі, орындаушы Пұсырманов Нұрбек, Нұр-Сұлтан қаласы ішкі саясат басқармасының үкіметтік емес сектормен жұмыс бөлімінің басшысы. Бланктың нөмірі де белгіленген. Сонымен қатар бұл хат Ассоциация Қазақстан әйелдері қоғамдық бірлестігіне жолданған хат болып шыққанын көріп отырмыз. Бұл қоғамдық бірлестіктің басшысы Байымбетова Гүлнар Аманжоловна. Әлеуметтік корпоративтік отбасы мен жастарды қолдау қорының құрылтайшысының бірі Ассоциация Қазақстан әйелдері қоғамдық бірлестігі Байымбетова Гүлнар Аманжоловна. Екінші құрылтайшысы инвестициялық консалтинг агенттігі IC, жеке шаруашылық серіктестігі. IC компаниясы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 715 баптары бойынша өз қызметтерін атқаруда. Қарыз беру келісім шарты. Лицензиясы жоқ бола тұра, бұл компания банктік қызметтерін атқарып жатқанына көзіміз жеткендіктен құзырлы органдарға шағымданғанбыз. Ардагер Сүлейменов IC компаниясының қызметкері өзінің Facebook желісінде 715 азаматтық кодексімен жұмыс жасайтыны туралы жазып, сонымен қатар лицензия керек еместігі туралы айта кеткен. Банктік қызметті атқара отырып лицензия жоқтығы туралы 715 баппен осы компания жұмысын атқаруға құқылы ма екені туралы толығырақ заңгер маманы Аян Бауыржанұлы айта кетеді. Тағы да айта кетсек, Сағидолла Құжағариев IC компаниясының қызметкері өзінің Facebook желісінде бақытты отбасы жобасын әлеуметтік корпоративтік отбасы мен жастарды қолдау қорының қолдауымен деп жаза кеткен. IC компаниясының жеке кабинетіне бақытты отбасы бағдарламасы жоқ болып шыққанын көрдік. Бақытты отбасы бағдарламасы туралы жобаны әлеуметтік желіде іздестіре тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің жобасы екенін аңғардық. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің сайтына кіріп, сол жерден бақытты отбасы бағдарламасын анықтадық. Біреудің бағдарламасын өз пайдаңа пайдалана отыру туралы заң аясындағы ақпаратты да заңгеріміз толығырақ беріп кетеді. Аян Бауыржанович, в презентациях сотрудники IC ссылаются, что им не нужна банковская лицензия, ссылаясь на статью 715 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Так ли это? И второй вопрос. Почему финансовые пирамиды рекламируют свою деятельность только в соцсетях, игнорируя, например, телевидение? Саламатсыз, Мадина, рахмет сізге за то, что вы проводите первое в Казахстане гражданское журналистское расследование. Касательно вашего первого вопроса, я как юрист, эксперт, кандидат юридических наук хочу сказать следующее. Законом Республики Казахстан от 3 июля 2019 года о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения внесены изменения в Гражданский кодекс Республики Казахстан в ее особенную часть, а именно в статью 715 Гражданского кодекса, дополнено пунктом 2 прим. 1. Согласно новому пункту 2 прим. 1 статьи 715 Гражданского кодекса Республики Казахстан, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам запрещается предоставление денег в виде займа гражданам, и такие договоры являются ничтожными. Таким образом, с 1 июля 2020 года индивидуальные предприниматели и юридические лица, если они не осуществляют деятельность по предоставлению банковских займов и микрокредитов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, могут выдавать денежные займы только в следующих случаях. Первое, в рамках условий о предоплате, отсрочке и рассрочке оплаты по договору. Второе, когда работодатель предоставляет займ своему работнику или пенсионеру, ранее состоящим в трудовых отношениях с данным работодателем. И третье, предоставление займа юридическим лицом своему учредителю, акционеру, участнику. Во всех других случаях, если индивидуальный предприниматель или юридические лица не осуществляют деятельность по предоставлению банковских займов и микрокредитов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предоставление денежных займов гражданам запрещено, и такие договоры считаются ничтожными.
Хотел бы опять повториться, что на сайте данной компании, то международная аналитическая компания, как они себя именуют, нет лицензии от финрегулятора, то есть лицензия на банковскую деятельность. И со всей ответственностью заявляем, что эта их деятельность является незаконной, противоправной ввиду отсутствия данной банковской лицензии. Дополнительно, те, кто инвесторам, вкладчикам, хотел бы обратить внимание, то, что данная ТОшка, оно не входит в фонд гарантированности банковских вкладов. Есть такой там список, где банки являются участниками системы обязательной гарантированности депозитов. Вот это обращаю внимание, то, что нет никаких гарантий. В случае банкротства этой ТОшки, вам, уважаемые вкладчики, указанная ТОшка не выплатит ничего, потому что они не участвуют в данной системе. Касательно второго вопроса, почему уходят в сеть, и там это не объяснимо. Ну, здесь можно сказать в первую очередь касательно вот рекламы, да, что понятийный такой аппарат, что знали реклама, понятие рекламы дается в законе о рекламе 19 декабря 2003 года. И что такое реклама? Реклама – это информация, распространяемая или размещаемая в любой форме с помощью любых средств, предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации. Ну, главная цель всех финансовых пирамид – это как можно быстрее заработать и обмануть максимальное число людей. У современных пирамид своя аудитория и свои способы распространения. Ну, в отличие от 90-х, когда, вы все помните, ролик МММ, Слюни Голубковой, где он сказал, я не халявщик, а я партнер, можно было увидеть только по телеканалам. Сейчас реклама финансовых пирамид телевидением запрещена законом о рекламе. Но как бы она даже не была запрещена, целевая аудитория мошенников не смотрит телевизор, а предпочитает социальные сети. Пирамида уходит в соцсети. Это особенность нынешнего формата, это уже тренд, плюс, как здесь раньше говорили, СММ-маркетинг акцентирует внимание именно на соцсети, потому что, опять же, повторюсь, контингент вкладчиков, они в основном находятся в социальных сетях, в основном в Facebook, в других социальных сетях, в Instagram и так далее. И вот касательно того, что запрет телевидения на рекламу финансовых пирамид. В главе 2 закона о рекламе общие специальные требования к рекламе. В статье 6 так и называются общие требования к рекламе. И в пункте 1 статьи данной 6 четко расписано: реклама, независимо от формы или используемых средств распространения, размещения, включая сферу электронной коммерции, должна быть, подчеркну, достоверной, распознаваемой, без специальных знаний или применения специальных средств непосредственно в момент ее представления. Далее, в этой же статье есть пункт 4, где говорится: не допускается реклама товаров, работ и услуг, запрещенных в производстве и реализации в соответствии с законодательством РК. Если деятельность, осуществляемая рекламодателем, подлежит лицензированию, то при рекламе соответствующих товаров, работ и услуг, а также при рекламе самого рекламодателя, необходимо указывать номер лицензии и наименование органа, выдавшего лицензию, кроме рекламы на радио. В рекламе, там, пункт 4 прим. 1 было дополнено: в рекламе товара, работы и услуг, реализуемых на территории Республики Казахстан, указание цены, тарифов, расценок, ставок осуществляется в тенге. За статьей 20 данного закона предусматривает ответственность за нарушение законодательства рекламы Республики Казахстан о рекламе. Так, рекламодатель несет ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о рекламе в отношении ее содержания, языка, если не доказано, что это произошло по вине рекламы производителя либо рекламы распространителя. В данной законе, в статье, есть понятие рекламы, рекламодателя. Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе.
Рекламодатель несет ответственность за нарушение законодательства РК о рекламе в отношении содержания языка, если не доказано, что произошло по вине рекламопроизводителя либо рекламораспространителя. В данном законе о рекламе в статье 3 дается понятие, что такое рекламодатель. Рекламодатель – это физическое или юридическое лицо, являющееся источником рекламной информации для производства, распространения и размещения рекламы. Ответственность предусмотрена в Кодексе об административном правонарушении РК в статье 157, называется «Доверенно ложная реклама», которая гласит: использование рекламодателем в рекламе информации, вводящей потребителя в заблуждение относительно товара, работы и услуг, а также производителей, исполнителей и продавцов, влечет штраф на физических лиц в размере 100, на субъектов малого предпринимательства в размере 350, на субъектов среднего предпринимательства в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства в размере 1000 месячных расчетных показателей. Привлечь к ответственности в соответствии со статьей 720 КоАП РК уполномоченные органы государственных доходов, так как они рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 157 КоАП РК. Рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение законодательства РК по рекламе в отношении оформления или производства рекламы. Ответственность предусмотрена в КоАП РК в статье 150 «Рекламирование деятельности финансовой инвестиционной пирамиды», которая звучит: производство, распространение и размещение рекламы деятельности финансовой инвестиционной пирамиды влекут штраф на физических лиц в размере 150, на должностных лиц в размере 170, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 200, на субъектов среднего предприятия в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства в размере 600 месячных расчетных показателей с приостановлением выпуска выхода в эфир средства массовой информации на срок до 3 месяцев. Привлечь к ответственности в соответствии со статьей 684 КоАП РК уполномоченных судей специализированных районных и федеральных административных судов рассматривать дело об административных правонарушениях. Это вот касательно того, почему ушли в сеть и какая ответственность по КоАП РК ждет рекламодателей и рекламопроизводителей. IC компаниясының кейбір салымшылары үйлерін сатып, әлеуметтік корпоративтік отбасы мен жастарды қолдау қоры арқылы қаражаттарын салып, қаңтар айынан осы күнге дейін ақшаларын ала алмай жүргенін, сонымен қатар үйсіз қалып, пәтер жалдап тұрып жатқанын да көре кеттік.
Заңгер маманымыз да 715 азаматтық кодекс туралы ақпараттарын бере отырып, қаржы компанияларының лицензиясы жоқ болса, онда 715 баппен жұмыс істеуге ешқандай мүмкіндігі жоқ екендігін айта кетті.